Это, ребята, не дождь. Это столько рыбы тут. Вон. Я не знаю, что творится тут. Что за рыба. Сейчас попробую порыбачить. Но их очень много тут. Прям кругом. Вон, как бультыхаются. Я их не вижу, но они рядом. Солнце, если выйдет, может быть, и увижу, но прям кишит. Вон. Вон. Кругом. Короче, сходил за удочкой. Вот ведро. Вот удочка. Хочу попробовать, что-то клюнет или нет. Что за рыба плещется тут? Или ельцы, или же плотва. Вон, прямо возле берега. Я поснимал, на середину выходил. Это лодка у знакомого также. На опарыш попробую порыбачить. Вон и сколько. Кишит. Прям кишит. Так, первый заброс. О, поклевка, ребят. Вон она. Мелочь. Вон. Плотва. Крупные тоже есть там. Не верю, что только мелочь там. Вон. Ну, непрерывно клюет и клюет. Что там мелкие? Где крупняк? О, как поклевка, какие хорошие. Ай, блин. Не, этот косяк надо. Ух, ебать. Где-то вон там. Да, щуки, блин. Спиннинг кидал. Не подходили, а щуки-то есть. А сейчас я спиннинг не взял, удочку. О, смотри. Видели? Видели, там щука гоняет их. Стандарт, мелкие. Чего там, стайка? Наверное, 100 штук, не меньше. А по всему озеру вот так. Рыба, видимо, вышла из этого ручья. Поклевка. Ну и гоняет потом. Ну, кормится потом. Темная ночь, только пули свистят. Надо покрупнее косяк найти. Здесь крупные тоже должны быть. Вот почему-то зимой тут не ловится. А почему? О, это все-таки покрупнее уже чуть-чуть. Вон как.
проглотил, блин. Это уже покрупнее. Давайте возьмем. Давайте возьмем эту рыбу для начала. Ой, и убежал. Ну и хрен с тобой. Пока там набирал воду, убежал. Короче, я дальше снимать не стану, наверное. Ух, там тоже хороший этот. Тоже, наверное, щук какой-то там. Дальше пока снимать не буду, я буду рыбачить. Ну, просто время, чтобы не терять на съемки. Вот тут дорога проходила, вот. В этом году вообще здесь очень сильно земля ушла. Прям река прорывается, вот здесь Старица. И туда вот прорывается. Если туда пройдет, все. Ни на какой технике потом не проедешь. Даже на мотоцикле. Только на каракате, если на вездеходе. Корни вон, деревья. Какие длинные. Ой, тихосин. Корни вон туда идут. Это надо приметить. На зиму вот там коса такая от песка. И там тихое место. Прям вот на этом месте зимой надо пробовать рыбачить. Прошлую зиму вообще тут не ловилась. Уже 2 года не ловится тут рыба. А были такие рыбалки, что как селедки тут ельцы попадали. Они есть, в принципе, но вот не знаю, где они зимуют сейчас. Ну, 2 года уже не ловилась. Ну вот. До темна мы успели. За водой надо сходить. Ну, примерно так, ребят. Вот такой уловчик сегодня у нас на секретную снасть. Все это надо чистить и пожарить еще. За водой надо сбегать, пока не стемнело. Печка там не дымит. Вода, между прочим, стоит. Даже чуть-чуть. Нет, стоит, да, действительно. Уровень ровно стоит на одном месте. Ага. Я боялся, что вода будет подниматься. Нормально все.
протащился с этим ведром, блин. Ай. Сейчас чаек попьем. Жар быстро дает. Там угли были, я подкинул дрова. И буквально за секунду изба нагревается. Чайник поставить. Чайник еще сварить там кипяток. Ну, мне еще примерно 2 часа, может 2,5 возиться с этой рыбой. Не такие крупные, но все равно лучше, чем ничего. Короче, один пауэрбанк уже все разрядилось. Там у меня новый пауэрбанк, который сейчас последний раз я покупал. 10 000 на ампер, миллиампер или что. А этот тоже 10 в принципе. А что-то он быстро разрядился. И эта зарядка, в этой зарядке глюки начались. Поставлю на зарядку аккумулятор. Буквально за 5 минут показывает полная зарядка. Вытаскиваю, по-новому вставляю, по-новому будет заряжать. Не знаю, что случилось, но не полностью заряжает аккумулятор. Где, в чем причина? Где, в чем причина? Может аккумулятор, может зарядка. Хрен его знает. Ну, сейчас как всеми делами я разберусь. Встретимся за ужином. А сейчас по-быстрому надо заниматься этой рыбой. Завтра я еще спиннингом там пройдусь. Может какая-то щука возьмет или нет, потому что гоняет эта мелочь щука там. Я пью чай, одним словом, ребят. Ровно 2 часа ушло у меня на чистку рыбы, так скажем. Очищал. 2 часа. Так замерз, блин, на улице. То дождь начинается, то перестает. Вообще погода какая-то осенняя, так скажем. Второе ведро уже воды хочу набрать. Нифига не видно. Конечно, прожектор надо поярче. И можно увидеть там на дне налима, скажем, или обычная плотва, ельцы, щука. Все можно увидеть. Интересно даже. Интересно наблюдать подводную Одиссею
Ну что, надеюсь, это ведро уже до утра нам хватит. В принципе, еще немножко там сполосну рыбу. Последняя партия. И буду готовить наконец-то ужин. Чай скипел там у меня уже все. Пожарю рыбу. И надо согреться, блин, так замерз я здесь на улице. Фу, такой дубак. Ружье надо почистить. Дел не проворот. Так, ну что ж, уличную работу закончили, дрова заготовили на ночевку. Тут еще 2 полена. Да вполне хватит, наверное, там. Здесь все убрал. Почему? Я несколько раз уже говорил, сейчас холодно.
А посмотрел я на небо, ну, конечно, не видно, наверное. Звезды, звезды, тысячи, миллиарды звезд. Из трубы дым идет. Прояснилось, все открылось, все небо. Ну, местами там еще тучи есть, но основное вот я смотрю. И со стороны села нашего Нишеры все открылось. Здесь, вот смотрите, закрыл пленкой. Обычная парниковая пленка. Это у соседа Женька в нашей избе бывает ночует. Он привозил эту пленку и пригодилась вот уже второй раз. Я закрываю эту щель. А утром я это обратно уберу, чтобы все продувало. Завтра, чтобы не забыть нам удочку обязательно. Это спиннинг я еще завтра возьму. По пути, наверное, одно полено тоже занесу. Там тоже как-то все прояснялось. Или что-то вот, какое-то вот... Ну, не видно на камеру, а чистое место интересное. Ух, холодок прям по спине. Не знаю, что за НЛО там. Там луны не должно быть. Не знаю. Фу, фиг знает. Так, ладно. Будем ночевать. Пусть изба нас обогреет. А так, тут светло, тепло. Что еще для счастья надо? Сковороду с рыбой поставил. Через минут 15-20 ужин будет готов. Я думал, уже не надо выходить. Вспомнил про ружье. Обязательно в любом случае я чищу оружие. Самое главное, из ствола остатки пороха оттолкнуть, ну, прочистить. Потому что если порох остается, там начинается, ну, как сказать, раковина получается от пороха. Явно шомпол, блин, другого калибра. Ну, в принципе, основное почистил. Завтра, надеюсь, еще удастся пострелять. А этот шомпол я выкину. Это не мой калибр. Это или как-то сломалось, или же 12 калибра. Короче, новый шомпол нужен.
Наконец-то я лег. Это время для интереса посмотреть, сколько у меня времени ушло на все это дело. Я говорил, что 2 или 3 часа уйдет. Сейчас время, ребят, 9 часов вечера. Было 18:24. Я начинал, вышел чистить рыбу. Считай, 2 часа я чистил рыбу, потом за водой сходил, заготовил дрова, разделся, все это дело туда-сюда, туда-сюда. Рыбу для жарки приготовил там. И считай, почти так 19:24, 20:24. Ну, 2,5 часа. Ну, плюс-минус, с расчетом я все правильно рассчитал. Связи нету в избушке. Хотел через интернет отправить фотографию, но не получилось. Домой хотел отправить. Короче, сейчас я отдыхаю, пока все это жарится. И минут, не знаю, сколько пройдет. Да, тут горячо становится. Это стойка. Ладно. О, все аппетитно, ребят. Ой. С подливочкой. Не жалея, я заливаю растительным маслом. Там вот, как и говорил раньше в своих видео, у рыбы весь сок, вкус смешивается с растительным маслом, и обалдеть, честно говорю. У меня дверь открыта, жара, вообще огонь, печка. Этот кирпич вот полностью уже теплый стал. Не горячий, а вот теплый. И эти кирпичи вот начали подсыхать. Но, честно, какой-то вот специфический запах от кирпича, может, от влага, вот это все размешалось там. Ну, есть какой-то вот, да, даже думаю, немножко приоткрытым я, может быть, дверь оставлю, потому что, чтобы не отравиться, какой-то вот выделение от этого кирпича есть. Ну, сегодня-завтра я буду топить, и все это подсохнет. А следующий поход, конечно же, уже, думаю, никаких таких запахов не будет нехороших. Может, какой-то единственный кирпич. Ну, вот не могу вот я с чем-либо сравнить, вот, объяснить не могу. Наверное, все-таки от этой сырости, от влаги, прямо не насквозь отсырели, под дождем были. Вон сырость как идет. О, видите, блестит, выходит. Да. Не представляю, там на второй избе там от почвы там сырость тоже идет. Все кирпичи сырые. Потом ходуном ходит вся печка. Ну ничего, разберемся. В принципе, наверное, уже рыба готова. Еще 2 минуты и буду снимать.